Добрый день, братья и сестры. Рад всех видеть вас. Приветствую вас воскресным днем. Сегодня чудесное утро. И давайте все откроем наши сердца. Пусть Господь вас благословит сегодня. Пусть Слово просто дойдет. Пусть мы прославим сегодня Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И давайте сейчас прославим нашего Господа. Открыто для тебя, Иисус. Сердце мое открыто для тебя, сердце мое открыто для тебя, сердце мое открыто для тебя, Иисус. Сердце мое открыто для тебя, сердце мое открыто для тебя, сердце мое открыто для тебя, Иисус. Сердце мое открыто для тебя, сердце мое
следовать твои обетования, да и аминь. Твои обетования истина, о, твои обетования, да и аминь. За тобой будем следовать всегда. Будешь следовать. Господь наш Бог, велико Твое имя, Твои слова и милость вовек оживляют нашу веру. Обещания Твои, и настанет день, исполнятся они. О, Твои обетования, да и аминь. Твои обетования истина, о, Твои обетования, да и аминь. За тобой будем следовать Твоя обетования, да и аминь. Твои обетования истина, о, Твои обетования, да и аминь. За тобой будем следовать всегда. Мы бежим, бежим и не устанем. Мы летим, летим, как орлы,
и народы земли, все поколения прославят Тебя, хвала Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе, Ты наш Господь. Хвала Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе, Ты наш Господь. Ты наш Господь, Ты благой. Бог, Ты благой, Твоя милость во веки. Эти слова, они постоянно, самые древние, можно сказать, слова. Израильтяне в древности, они славили этими словами. И мы также в наше время мы славим этими словами: Господь, Ты благой, Твоя милость во веки. Аллилуйя. Еще поклонимся Господу. Хорошо. И будет ликовать, светом окружен. Нет и тени в нем от голоса царя, трепещет вся земля. Величие царя ликовать, и будет ликовать, светом окружен. Нет и тени в нем от голоса царя, трепещет вся земля. Наш Господь, Бог со мной, наш Господь, пусть услышит вся земля, что Бог наш велик. Велик Бог Отец, Он вечности Творец, начало и конец, начало и конец. Триединый Бог, триединый Бог, Отец, Сын, Дух Святой, Отец, Сын, Дух Святой. Он агнец и Он лев, Он агнец и Он лев. Великий Бог Отец, Творец, начало и конец, начало и конец. Триединый Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Он агнец и Он лев, Он агнец и Он лев. Господь, спой со мной, верит.
наш Господь, пусть увидит вся земля, что Бог наш велик. Велик наш Господь, пусть со мной велик наш Господь, пусть увидит вся земля, что Бог наш велик. Велик наш Господь, пусть со мной велик наш Господь, пусть увидит вся земля, что Бог наш велик.
Аллилуйя. Братья и сестры, давайте помолимся. Господь, просто мы приглашаем Тебя на это место, Господь. Мы приглашаем, Господь, там, где мы есть, Господь. Мы собрались сегодня, Господь, во имя Твое. И, Господь, открой наши сердца, Господь. Вложи, Господь, вложи себя в нас, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, мы жаждем, Господь. Мы открыты для Тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Мы открыты, Господь. Мы ожидаем, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вся слава Тебе. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Иисус, мы призываем Тебя. Мы призываем Твое имя. Твое имя превыше всякого имени, Господь. Земных, небесных и преисподних, Господь. Аллилуйя. И перед Твоим именем, Господь, склонится всякое колено, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. И нет ничего выше Твоего имени, Господь. Аллилуйя. Поэтому мы сегодня опять, Господь, снова, Господь, призываем Тебя, как это делали первые христиане, Господь, как это делали святые, Господь, в Ветхом Завете, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Енос это делал, Господь. Все святые это делали, Господь. Они призывали Тебя, Господь. Аллилуйя. И мы Тебя призываем, Господь. Тебя, Господь. Аллилуйя. Потому что Ты есть начинатель, Господь, совершитель нашей веры, Господь. Аллилуйя. И вся слава Тебе, Господь. Вся слава Тебе, Господь. Все от Тебя, Господь. Тобой и к Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И Ты наш Бог Отец, Сын и Дух Святой, Господь. Триединый Бог, Господь. Мы верим в Тебя, Господь. Аллилуйя. А мы поклоняемся Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И воздаем Тебе славу и хвалу, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И все сказали аминь. Приветствую всех вас еще раз. И мы сегодня продолжим. На прошлом собрании, когда я проводил, я говорил о вере. И сегодня я тоже хочу говорить о вере. Аллилуйя. Но, знаете, все начинается со слова. Все начинается со слова. Знаете, Библия говорит, что вначале было слово. Библия не говорит, что вначале была вера. Вначале было слово написано, да. В послании, то есть в Евангелии от Иоанна, Иоанн говорит, вначале было слово. Аминь. И это слово, оно производит веру на самом деле. Веру Божью. Веру Божью. Аминь. И насколько я еще раз хочу вас спросить, насколько вы наполнены Богом, насколько вы преобразовались в образ Божий. Просто задавайте себе эти вопросы. Насколько Бог внедрился в меня, в мою сущность, в мое существо. Аминь. Потому что это изначальный план Божий, о котором Бог еще с самого первой книги Бытия говорил, да, что мы созданы по образу и подобию Бога. Для чего Он нас таковым сотворил? Чтобы мы были тем сосудом, который бы вмещали в себя самого Господа, и мы были бы соединены с Ним. Не просто Он рядом с нами, не просто Он где-то там на небесах, но теперь Он в нас, Он даже ближе нашего дыхания. И мы даже можем больше сказать, что Он наша жизнь. Аминь. Вы можете про себя так сказать, что Он твоя жизнь? Аминь. А ведь Господь для этого все сделал, все проделал. Аминь. Иисус, Он воплотился, Он жил земной жизнью, Он умер и воскрес на третий день, и вознесся на небеса, и теперь излит Духом Святым на нас. И тем самым Он все сделал для того, чтобы... Для чего? Для того, чтобы мы были соединены с Ним в Духе. Мы были одно с Ним. Аминь. Вечной парой, так сказать. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. И мы продолжаем. Мы продолжаем говорить о вере. Слава Господу. И... знаете, на днях я увидел, откроем Деяния, 13 глава, 43 стих.
Я в эти дни находился в книге Деяний. И хорошо пребывать в Слове, да? Когда мы пребываем в Слове, то вера возрастает. Аминь. Некая картина в нашем сердце, она все больше и больше проясняется, да? И в Деянии 10, 13, 43 апостол Павел, он проповедовал, и многие там спаслись в этом городе, да? И под конец он дает такие наставления, Деяние 13:43. Когда же собрание было распущено, то есть там было собрание, да, и многие иудеи и язычники спаслись тогда, то написано, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавой. То есть, смотрите, Павел и Варнава, они приобрели там учеников в этом городе, да, и они дали такой совет, написано дальше, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. Аминь. Смотрите, апостол Павел и Варнава, да, они новообращенным дали такие наставления, чтобы они пребывали в благодати Божией. Если ты только пришел к Богу, да не обязательно, да, что если ты спасен, да, то пребывай в благодати. Пребывай в благодати. Это начальный, так скажем, этап, что ли, да, научиться пребывать в благодати Божией. Научиться пребывать в любви Божией, да? В доброте Божией. Пребывать в благодати Божией, это значит наслаждаться Богом, как своей жизнью, потому что Он стал для тебя жизнью. У тебя началась новая жизнь. И я обычно спрашиваю у вот тех, кто вот только пришел к Богу, я спрашиваю, у вас жизнь поменялась или нет? И многие говорят, да, моя жизнь поменялась. Моя жизнь поменялась, что-то новое появилось, что-то, какая-то жизнь новая. На самом деле, так и есть, это сам Христос, как жизнь, Он вошел в наши сердца, и мы стали новым творением. Аминь. И теперь мы вот эту жизнь, мы наслаждаемся этим нашим триединым Богом, Богом Отцом, Сыном и Духом Святым. Аминь. Но давайте это Павел дал наставление тем, кто вот только-только принял Иисуса Христа, да? Теперь откроем Деяние 14 глава, 22 стих. Деяние 14 глава, 22 стих. Ну, можно 21 стиха, да? Проповедавшие Евангелие всему городу и приобретшие довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. То есть вот эти города, Листра, Икония и Антиохия, Павел уже там бывал, и он уже некоторое время назад он насадил церкви, да, в Листре и Иконии и Антиохии, это нынешняя Турция, да, и ученики там уже пребывали в этой благодати Божией. И он дает, смотрите, чуть-чуть другое наставление. Он говорит, смотрите, проповедовавшие Евангелие всему городу, и они, Павел что делал? Он утверждал души учеников. Знаете, наши души нуждаются в утверждении. Аминь. Иисус, Он говорил, что мы наоборот должны потерять свои души. Но Павел здесь написано, что утверждал душу учеников. Что значит потерять душу свою? И что значит утверждать? Потерять душу, это значит не считать свою душу источником, конечной инстанцией истины. Отвергнуть свою душу, это значит сказать душе своей: душа моя, ты должна теперь подчиняться моему духу. Аминь. И ты теперь не глава и не царь. Душа, теперь ты должна тренироваться, ты должна подчиняться моему духу. И Павел что делал? Они утверждали души учеников. Это значит утверждаться в правильном учении Христовом. Аминь. Это значит правильным исследовать Писание, то есть тренировать свой разум в первую очередь. Аминь. Мы, знаете, мы можем сильно, может быть, упор делать на дух, да, это правильно, это в первую очередь. Мы должны тренировать свой дух, но также утверждать свою душу посредством слова, посредством того, чтобы мы
мы, исследуя Писание, мы читаем Писание, да? Мы исследуем Писание, мы читаем вот эти духовные книги для того, чтобы правильно сформировалась правильная картина в нашем разуме. Аминь. И вслед за этим наша душа, она будет тоже преобразована. Аминь. Вот что значит утверждать наши души. Я не говорю, что душа теперь как царь и Бог. Нет, душа, она подчиняется нашему духу. Аминь. Утверждает души учеников, увещевая, что делать? Пребывать в вере. Аминь. Аминь. То есть, смотрите, в 13 главе Павел говорит, пребывайте в благодати Божией. Теперь же он говорит ученикам, которые уже некоторое время пребывали в благодати Божией, Павел говорит, теперь пребывайте в вере. Тренируйте свою веру. Аминь. Аминь. Это не значит, что мы теперь не пребываем в благодати. Мы пребываем в благодати. Но это как бы начальный этап. И ты научись обязательно, это жизненно важно, пребывать в благодати Божией. Наслаждаться Богом в каждом дне. Постарайся увидеть Бога во всем. И наслаждайся этим. Аминь. Знаете, когда я в первый раз получал вот эти откровения, я шел по дороге, я говорил, Господь, Ты мой пастырь. Как чудесно. Ты мой пастырь. Я шел, я просто наслаждался Господом. Аминь. И второй день я говорю, Ты покоишь меня на злачных пажитях. Аминь. Ты покоишь меня на злачных пажитях. Я шел по улице. И я просто наслаждался вот этими, просто эти стихи, просто они просто меня как елей на душу. Аминь. Это были просто как елей на душу. И вот я просто пребывал в благодати Божией. Аминь. Аминь. Следующий этап благодати Божией – это вера. Аминь. Аминь. Пребывай в вере. Аминь. Павел что делал? Утверждал души учеников, увещевая пребывать в вере. И поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Да, конечно, мы живем в этом мире, и, конечно же, скорби они будут. И не только будут, что многими скорбями мы войдем в Царство Божие. Если ты проходишь какие-то скорби, то не смущайся. Не смущайся. Павел учил учеников, да, что тренируйте свою веру. И также увещевал, что многими скорбями также надлежит нам войти в Царство Божие. Аминь. Знаете, Деяния 13 главе увещевание пребывать в благодати Божией, и Деяния 14 глава это следующий этап, да, следующий шаг в увещевании, что ли, да, следующий этап, то, к чему мы должны идти, пребывать в вере, пребывать в вере. Аминь. Это шаг вперед на самом деле, шаг вперед. Аминь. Знаете, пребывать в вере, значит, мы должны утверждаться в правильном учении, в библейском учении. Аминь. И например, мы можем спутать, даже мы можем по ошибке, да, по незнанию, по неопытности впасть в законничество, например. Знаете, нам нужно исследовать Божье домостроительство. Аминь. Давайте откроем Ефесянам 3 главу. Ефесянам 3 главу. Я просто прочитаю. Я просто можете слушать и принимать. Ефесянам 3 глава. С 4 стиха, да? То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом Его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования,
которому служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Аминь. И знаете, я верю, да, когда мы проповедуем Слово Божие, мы проповедуем неисследимое богатство Христова. Аминь. Мы проповедуем Христа, да? Неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, соделавшем все Иисусом Христом. Аминь. Дабы ныне сделалась известную через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Аминь. 9 стих еще раз прочитаю. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. Аминь. Знаете, Бог замыслил домостроительство. Аминь. Что это такое? Это Божий план. Это Божий извечный план из вечности. Аминь. И план таков, чтобы соединиться с человеком. Аминь. Быть единым с человеком. Спасти человека, во-первых. Аминь. И мы видим Библию, книгу Бытие, и также видим книгу Откровений. Книга Откровений, можно сказать, завершенность Божьего домостроительства. Да? Божьего домостроительства, когда мы в конце, в самой последней книге Бытия, мы видим Новый Иерусалим, и мы видим реку жизни, мы видим древо жизни, и мы видим святых Нового Завета и святых Ветхого Завета, которые теперь едины с Богом. Аминь. Вот к чему Бог стремится. Вот к чему Бог Он производит вот эту работу домостроительства. Аминь. Слава Господу. Но смотрите, каким образом все это происходит? Через веру. Бог ищет людей. Бог ищет святых, которые бы тренировали свою веру. Тренировали свою веру. Аминь. И мы должны быть в это, знаете, домостроительство Божье, это, можно сказать, центральная линия Бога, то, как Бог, Он двигается на земле. И это домостроительство, оно из вечности, оно пришло во время наше. Аминь. И теперь Бог движется согласно своему домостроительству. Аминь. Аминь. Знаете, когда мы некоторое время были в Бердиестяхе и только начинали делать дороги там, там была дорога, и хотели проложить асфальт, но тогда еще асфальта не было, и начали строить дороги, и были некоторые дороги вот так вот, знаете, в объезд, как бы временная дорога, чтобы сделать основную дорогу. И можно сказать, что домостроительство Божие – это основная дорога. Основная дорога, по которой Бог, весь Божий план, вся Божья воля, она идет по основной трассе, так скажем. Да? Вся работа Божья, все Божье движение, она идет по основной трассе Божьей. И это есть Божье домостроительство. Аминь. Но была некоторое время второстепенная дорога. Давайте посмотрим Галатам 3 глава. Галатам 3 глава. 3 глава, 19 стих. Смотрите, для чего же закон? Знаете, может быть, ты слишком утвердился в законе, ты пытаешься исполнить закон Божий, и ты пытаешься, у тебя некоторый успех, но у тебя не получается почему-то. Ты опять пытаешься исполнить закон Божий, и у тебя опять не получается. Но ты не понял. Аминь. Ты не понял. Я такой был. Я не понимал. Я в какое-то время впал в эту канаву закона. Да? Смотрите, для чего же закон? Он дан
по причине преступления. Смотрите, он временно дан. Это как временная дорога, которая вот, ну, она временно послужила, временно. Это не основная трасса. А многие христиане думают, что это основная дорога, по которой нужно идти. Но это не основное. Смотрите, он дал, вот для чего, для какой-то временной причины. Он дал по причине преступления до времени. Что значит до времени? До какого-то времени. Временно. Это времянка. На самом деле, закон это времянка. Да, может быть, ты впадешь в закон, но это будет твое временное состояние. И дай Бог, чтобы тебе просто выйти из этой временной такой второстепенной дороги. До времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Аминь. Аминь. Основная же, скажем, трасса, что ли, основная цель и движение Бога – это Божье домостроительство, Божий план через благодать Божью. Аминь. Потому что написано, что конец закона – Христос, да? Праведности всякого верующего. Всякого верующего. Аминь. Итак, смотрите, что значит пребывать в вере, утверждать душу учеников? Это значит, мы должны быть наставлены в правильном учении. Аминь. Чтобы у нас правильная картина в нашем разуме была. Чтобы наши души, они утверждались в правильном учении. Аминь. Потому что мы можем стать законниками. На самом деле пребывать в вере труднее, чем пребывать в благодати. Аминь. Это нужны более усилия, чем благодать. Это просто ты наслаждаешься Господом. Но вера требует усилий. Вера требует усилий. Аминь. Аминь. И это нечто более глубокое на самом деле. Слава Господу. Слава Господу. Давайте откроем Евреям. Опять мы посмотрим, что есть вера. И, может быть, кто-то уже прослушал в тот раз. И ты скажешь, что есть вера. А у веры есть определение. Аминь. И смотрим глава 11, 1 стиха. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы видим здесь слово осуществление. Слово осуществление происходит от слова сущность. Аминь. И вера, она осуществляет. Какие синонимы? Осуществляет, реализует, приводит в действительность, приводит в реальность, овеществляет. Аминь. Знаете, мы из духовного мира, мы реализуем, мы овеществляем, мы что-то начинаем ощущать. Аминь. Смотрите, я дам вам пример, как, например, наши глаза, они осуществляют видение. Аминь. На самом деле, вот наши глаза или наш нос, он овеществляет, осуществляет то, что мы чувствуем запахи. Аминь. И вера это как шестое чувство. Можете сказать в себе, вера это шестое чувство. Оно овеществляет, осуществляет то, что есть в духе. Аминь. То, на что мы надеемся. Да? Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Невидимом. Знаете, когда нас учили, что есть материя, да? И мы проходили философию, да? И материя это то, что можно сфотографировать, измерить, пощупать, да? Вера, вот как раз она может нащупать. Вера, она может материю духа, так скажем, овеществить, осуществить, реализовать, сделать действительным. Аминь. Ты можешь ощутить,
Павел говорил грекам, да, вы можете ощутить Бога. Ты можешь ощутить Господа самого. Аминь. И когда ты ощутишь Господа, Господь, ты будешь иметь Господа. Аминь. Если ты ощутишь, ты увидишь, кто-то увидит, кто-то ощутит. Ты ощутишь Господа, ты будешь иметь Господа. Какая-то часть Господа, она внедрится в твою сущность. Твою суть и сущность. Аминь. То есть, смотрите, нос, да, наш нос, он овеществляет запах, да? Наши глаза овеществляют цвет. Аминь. Аминь. Но вера, она овеществляет самого Господа. Аллилуйя. Аминь. Знаете, на самом деле веру выработать невозможно. В нашей природе мы своими человеческими усилиями мы не имеем. В нас нету веры на самом деле. Аминь. Но как же эта вера появилась? Когда-то каждый из нас мы услышали Евангелие, да? Кто-то нам проповедовал, может быть кто-то, я услышал по телевизору в первый раз Евангелие, и во мне что-то заграло внутри. Знаете, Слово Божие оно посеялось. И когда проповедуется Слово Божье, сам Бог Духом Святым через это Слово производит веру внутри нас. И на самом деле, эта вера, которая проникла в нас через Слово, это сам Господь. Аминь. Сам Господь как вера. Аминь. Мы не могли воспроизвести. Мы не можем произвести веру сами в себе. Потому что вся наша падшая природа, она падшая. Там ничто не может быть божественного. Но мы однажды услышали. И когда мы слышали, Слово произвело веру в нас. И эта вера, это Христос. Аминь. Вера, которая в нас, вера Божья, это Христос в нас. Аминь. И знаете, мы живем, Библия призывает нас жить верою. Аминь. И тогда мы живем Христом. Аминь. Пусть те, кто имеет уши, да слышат. Как Дух говорит церквям, пусть тот, кто имеет уши, он услышит. Если мы живем верою, мы живем Христом. Аминь. Павел говорил, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Как он это мог сказать? Он жил верою. Аминь. Все святые жили верою. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, Иисус, он жил верою. Он проходил горы, на его пути были реки, ручьи, он ходил по тропам, он переплывал моря, и были препятствия на его пути, но вера, она пролаживала путь. Аминь. И Иисус, он ходил верою. Аминь. И читаем дальше. В ней свидетельствованы древние. Знаете, это говорится о святых Ветхого Завета. Святые Ветхого Завета на самом деле жили в тени того, в чем живем мы. Знаете, они в каком-то смысле они завидовали, они хотели жить в нашем времени. Аминь. Они лишь свидетели, они свидетельствовали о реальности, в котором теперь мы живем. Аминь. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Из невидимого произошло видимое. Смотрите, невидимое, оно первично, оно главнее, оно над видимым. То есть духовное, оно важнее и главнее, оно управляет материальным миром, в котором мы живем.
не старайся провести духовные вещи через материальные какие-то усилия. Тренируй свою веру. Тренируй свою веру. Вера, она видит невидимое. Она соприкасается с невидимым, с духовным миром, и тогда из невидимого происходит видимое. Аминь. Веруя, Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит еще. Знаете, вера, она была из древности, с самого начала. Авель имел веру. Авель имел веру. Авель имел вот эту сущность. Он умел осуществить. Он умел осуществить вот это, то, что он видел в духе. Аминь. Аминь. Авель, он слышал от своего Адама, да, что нужно приносить жертвы, да, и поэтому он пас овец. И в тот раз я говорил, что в то время еще не было повеления есть мясо, но почему-то для чего он пас овец? Они не ели мясо в то время, мясо овец, да? Единственной причиной было то, что он хотел приносить жертву Господу в угоду. И написано, что он угодил Богу. Аминь. Смотрите, и сегодня, знаете, я читаю, написано, что он получил свидетельство, да, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его, ею он и по смерти говорит. Смотрите, ваша вера, посредством вашей веры вы можете даже по смерти говорить. Это вообще очень сильно. Аминь. Это как сильно. Я могу говорить по смерти даже. Верую. Аминь. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Аминь. Верой мы угождаем Богу. Только верою. Если нету веры, нету и угождения. Аминь. Бога не впечатляет, может быть, наши человеческие какие-то дела. Мы можем, как вот Павел говорит, если даже на сожжение отдам свое тело, если я там горы переверну, Бог не впечатлится, да? Но Авель, Енох, он угодил Богу. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Слава Господу. Знаете, они тогда получали свидетельство. Они как бы издали видели только. Они засвидетельствовали. Они могли только увидеть. Но мы не просто имеем свидетельство. Мы теперь имеем сущность. Сегодня мы, святые Нового Завета, мы можем иметь сущность самого Бога. Аминь. Мы находимся в самом центре на самом деле. Как это чудесно. Аллилуйя. Знаете, Ветхий Завет заканчивается Иоанном, да? Но Иисус говорил, меньший в Царстве Божьем, больше Иоанна. Меньший в Царстве Божьем. Иоанн был большим всех святых Ветхого Завета, но меньший в Царстве Божьем, он больше Иоанна. Аминь. Вот доказательство того, что ты и я, мы даже больше, чем Иоанн. Почему? Потому что в нас живет Христос. Аминь. Мы живем в Нем. Мы в самом центре, воли Божьей на самом деле. Аминь. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Об этом я сказал. Верою, но и получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговей приготовил ковчег для спасения дома своего,
Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Аминь. И наша праведность по вере. Наша праведность не по закону, но по вере. Аминь. То есть делайте упор на веру. Не делайте упор на закон. Делайте упор на веру. Это не значит, что мы не исполняем. Мы автоматом исполняем закон. Аминь. Если мы пребываем в вере, то мы автоматически будем исполнять закон. Аминь. Слава Господу. Смотрите, Ной имел веру. Ной имел способность, причем это Бог, осуществить то, что Бог сказал. И Бог сказал, построй ковчег. И знаете, Бог, наверное, у Ноя запечатлелось это в сердце. Запечатлелось. И он начал делать. Знаете, это вера. Аминь. Он смог осуществить, он смог коснуться, коснуться этой реальности. В то время не было дождей, знаете об этом, да? В то время не было, люди думали, Ной, ты какой-то Но знаете, Ной знал, что будет потоп. Ной знал, он верил, что это придет. И он начал действовать. Аминь. Люди не знали, что будет потоп. И поэтому они не имели веры. И поэтому они все погибли. Сегодня происходит то же самое. Сегодня мы верим, мы строим Божий ковчег, это Церковь Божья. И придет потоп, придет этот конец времени. А люди в этом мире, они не верят. И поэтому у них нет веры Божьей. Но у нас есть вера Божия, и мы осуществляем, мы верим. И мы из этого духовного мира, согласно тому, что мы получили в Духе, мы действуем. Аминь. Мы проповедуем, и мы строим Божий дом. И знаете, все это по вере, по вере. Теперь смотрите, как можно ощутить веру. Это невозможно объяснить человеку. Вот как ты объяснишь, что Бог живет в тебе? Неверующий человек, он не поймет, он скажет, ты какой-то странный человек. Но я не смогу объяснить, что Бог живет во мне. Откуда это появляется? Это вера. Я верю, что Он живет во мне. Аминь. Аминь. То есть Ной он осуществлял. Давайте, и тут мы видим героев веры. Все они имели веру. Слава Господу. Те, кто не имел веру, они не попали в этот список героев веры. И Евреям 11 глава, 29 стих. Давайте посмотрим. Моисей, он имел веру, да? И смотрите, верою перешли они Черное море, как по суше. На что, покусившись, египтяне потонули. Аминь. Смотрите, они верою перешли Черное море. И Бог, после того, как они перешли Черное море, там много чудес было. И почему-то как-то там не написано про веру. Например, про то, как из скалы проистекла река, или как они ели манну, или как там еще чудеса были, или там на горе Синай там что-то происходили чудеса, да? Но почему-то Бог тут не написано. На самом деле причина была в том, что народ он возроптал в то время. Они 40 лет были в ропоте. Они могли в течение 2 лет, да, они подошли к этим землям обетованные, но они возроптали. И поэтому Богу это не понравилось. И Бог не включил эти чудеса в списке веры. Аминь. Но слава Богу за веру. Аминь. Там, где мы пребываем в вере, записывается эта книга жизни. Я верю, что Евреям 11 глава еще записывается. И ты тоже там, твои чудеса, они там записываются. Верою Иван принял Иисуса Христа и сделал то-то, то-то для Господа.
верою Мария сделала то-то, то-то для Господа. Аминь. Верою, вот ты что-то делаешь для Господа. Аминь. Верою ты осуществляешь, ты притягиваешь Царство Божие здесь на земле. Аминь. Как Иисус говорил, молитесь так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Да? Это как это происходит? Как на небе, так и на земле пусть будет. Это значит, ты применяешь веру. Аминь. На небесах там полная гармония, полное просто Царство Божие там. Аминь. И ты притягиваешь небеса на землю посредством веры. Посредством веры. Ты осуществляешь, ты овеществляешь. Аминь. 12 глава посмотрим. Евреям 12 глава. 1 стих. Да, посему имея вокруг себя такое облако свидетелей. Облако свидетелей. Знаете, вот святые Ветхого Завета, они как облако. И, знаете, они смотрят на нас. Они видят тебя. Они говорят: давай, Иван, Василий, давай, вставай, иди вперед. Олег, давай, ты молодец, иди вперед дальше. Илья, давай, вперед, иди, молодец. И, знаете, это облако свидетелей. И, знаете, Бог, Он часто являлся в облаке. Там, где облако, там Господь. Аминь. Что есть облако? Облако – это люди веры. Аминь. Это, знаете, и Господь, Он посреди облака, Он в облаке. Аминь. И Бог, Он посреди верующих. Аминь. Аминь. Он не просто посреди называющих себя там христианами или что, Он посреди верующих. Облако это свидетели веры. Аминь. Если тебе сложно, иди в это облако. Будь среди верующих людей, среди тех, кто имеет веру. Аминь. И там ты найдешь Господа. Посреди своего народа, посреди людей веры находится Господь. Аминь. И облако вело, помните, как в Ветхом Завете, куда шло облако, там и был Господь, и народ шел за облаком. Аминь. Иди за облаком. Аминь. Слава Господу. Господь в облаке. Аминь. Он в людях веры, и Он в церкви. Аминь. И читаем дальше, да? «Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника, совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамлений, и воссел одесную Бога, престола Божье». Аминь. Иисус, вот кто начинатель и совершитель веры. Аминь. Он источник нашей веры. Чем ближе ты к Иисусу, тем больше веры. Чем дальше ты от Иисуса, тем меньше у тебя веры. Аминь. Когда мы услышали Евангелие, в нас зародилась вера. Она была малюсенькая. Но этого хватило, чтобы мы спаслись. Теперь Бог хочет, чтобы наша вера она возрастала. Для этого ты исследуй Писание. Исследуй Слово Божье. И тогда через Слово Божье ты получишь, твоя вера она будет возрастать. Знаете, у кого-то великая вера. Хананиянка, да, она, та, которая попросила крошку у Иисуса, она, знаете, мы когда встретим ее на небесах, она будет, наверное, великой там. Потому что Иисус сказал, что велика вера твоя. У некоторых людей великая вера. Аминь. Я думаю, у апостола Павла очень большая вера была. Аминь. Аллилуйя. Но откуда вера? Кто начальник? Иисус начальник. Он совершит, Он источник. Он без Него никак. Аминь. И начинатель переводится, и совершитель, это вот слова основоположник, первооткрыватель, вождь, первопроходец, предшественник. На самом деле, знаете, вера, которая внутри тебя, это Иисус. Говоря просто,
Я скажу просто. Что есть вера? Вера это Христос, который внутри тебя. Аминь. Когда ты услышал Евангелие, он вошел как вера в тебя. И у тебя появилась способность. Знаете, у меня появилась вот эта способность сверхъестественная. Когда я только пришел к Господу, это была сверхъестественная жажда, желание познать Господа. Это было не от меня. Это Бог по своей благодати, да, дал мне веру. И эта вера стала моей верой. Аминь. И я откликнулся. Я поверил, я последовал за Господом. Слава Господу. Аминь. 2 Коринфянам 4:13, да? 2 Коринфянам 4:13. Написано, что имеет тот же дух веры. Кто есть им дух веры? Это сам Христос. Аминь. На самом деле, Дух Божий, Дух Христов, да, это все одна личность, да? В Коринфянах также Павел говорит, что последний Адам есть Дух животворящий. Аминь. Если ты имеешь этот Дух, ты имеешь веру, да? Как написано, я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому говорим. Я верю, потому говорю. На самом деле я сегодня говорю, потому что я верю. Знаете, я верю, что когда мы говорим, мы проповедуем Слово Божье, в это время Дух Божий, Он вкладывается. Может быть, ты сейчас слушаешь, и в это время у тебя вера возникает, вера возрастает. Аминь. Слава Богу, вот таким образом Царство Божие оно расширяется, распространяется, когда мы говорим, когда мы не молчим, мы говорим, мы проповедуем Слово, да, то Слово Божие производит веру в сердцах. И человек откликается на эту веру, и Царство Божие достигает этого человека, и так далее, и Царство Божие расширяется. Слава Господу! Слава Господу! Верь, когда ты говоришь, ты на ячейке говоришь, ты людям проповедуешь на работе своей, ты проповедуешь своим соседям, своим родным. Верь, что когда ты говоришь, сам Бог говорит через тебя. Аминь. Сам Бог говорит через тебя. Аминь. И если примут тебя, то Христа принимают. Если не принимают тебя, то Христа не принимают. Аминь. Смотрите, Иисус Христос, Он отождествил себя с нами. Аминь. Когда мы говорим, это по сути как будто Он говорит. Аминь. В моем говорении есть Бог. Как чудесно. Как чудесно. Это ты как глашатай, ты пророк Божий. Аминь. Ты когда проповедуешь вовремя и не вовремя, ты говоришь людям назидание, увещание, утешение. Аминь. Я верю, что когда я сейчас говорю, я верю, что есть и назидание, есть увещание, утешение. Это как пророческое слово. Аминь. Пророческое слово. Слава Богу. Слава Господу. И 1 Коринфянам 13:13, можете там коротко очень, да, а теперь пребывает сии три: вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Знаете, цель всей нашей веры – это любовь. И любовь – это величайшая добродетель, величайшая. К этому мы должны стремиться. Но Павел поставил веру на первое место. Почему? Потому что все начинается с веры. Все начинается с веры. Аминь. Как Бог призвал Авраама, отца веры, да? Помните, Он призвал Авраама. И написано, что Авраам, он поверил Господу, да? И Бог вменил его веру в праведность. Вменил в праведность. И Бог, Авраам, он как начинатель веры. От него все началось. Аминь. Слава. И теперь пребывает сии три: вера, надежда, любовь. Любовь, она выше. Она выше. К любви мы должны стремиться, да?
Но начинается все с веры. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Любовь — это конечная цель. Слава Господу. Конечная цель нашей веры. Давайте сейчас помолимся. Пусть Господь благословит. Надеюсь, что Слово, оно коснется вас. Просто поразмышляйте. Пусть вера, она растет. Тренируйте свою веру. Это больше и глубже, чем благодать. Пребывайте в благодати Божьей. Но при этом еще начинайте тренировать свою веру. Начинайте делать шаги веры, как Авраам, он начинал делать шаги веры, да? Аллилуйя. То есть ты получаешь Слово от Бога, и ты поступаешь по Слову Божьему. Аминь. Ты молишься, ты получаешь Слово, ты пребываешь в Слове, ты исследуешь Писание, и тогда вера твоя возрастает, и ты делаешь шаги веры. Аминь. И тогда сам Господь, как вера, она будет возрастать в тебе. Аллилуйя. Господь, я просто благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя, что все мы, Господь, аллилуйя, достигнем, Господь, этой любви, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Но все начинается с веры, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. И с веры, которые приходят от Тебя, Господь, потому что Ты есть вера, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. И, Господь, пусть Дух веры, Господь, наполнит всю церковь, Господь, всех моих братьев и сестер, Господь, наполнит, Господь, аллилуйя, чтобы мы, Господь, практиковали эту веру, Господь, чтобы наша вера, она была практичной, Господь, аллилуйя, чтобы это не было просто теорией, Господь, но чтобы мы практиковали веру везде, Господь, аллилуйя, аллилуйя, и таким образом Ты, Господь, возрастал в нас, Господь, аллилуйя, Ты возрастал в нас, Господь, аллилуйя, и чтобы мы принесли плод, Господь, и чтобы церковь Твоя росла, Господь, чтобы Ты, как жизнь, возрастал в нас, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, аллилуйя. Аллилуйя, Ты тот, который на престоле, Господь. Аллилуйя, и Ты, Господь, восседаешь, Господь, и Ты царствуешь, Господь, аллилуйя. И мы Твои дети, Господь, и мы те, Господь, мы проводники Твои, Господь, аллилуйя. Потому что вера это проводник, Господь, аллилуйя, Тебя, аллилуйя, аллилуйя, чтобы царство Твое, оно расширялось и распространялось, Господь, аллилуйя. Слава, слава Тебе, Господь, аллилуйя. И я еще дополню, да, что домостроительство это Бог, который расширяется, и который внедряется, и распространяется, и сливается с нами. Это Бог, это Царство Божие, оно расширяется. Но все это происходит благодаря вере. Аминь. Мы проводники. Ты проводник Бога. Аминь. И река жизни, она с престола, она течет. Аминь. И река жизни, она хочет достичь до каждого уголка, да? Но все это делается посредством веры. Аминь. Вот что такое вера. Вот что такое вера, это когда ты проводник, да, ты инструмент, да, ты это русло, через которое Бог расширяется. Аллилуйя. Пусть Господь вас благословит. Слава Господу. Аллилуйя. Аминь. И тогда я сейчас передаю слово Галине Мироновне. Слава Господу. Добрый день, дорогие. Слава Богу. Господь, благодарим Тебя за это чудесное слово. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо, Сава Савич. Вот пока сидела, слушала, вот вспомнила, раньше любила бабушек посещать. И одна бабушка рассказывала, Дарья Антоновна, она языками не говорила, она рассказывала, это был или сон, или видение, это видение было, я не помню сейчас точно. Она видела небо, и на небе орел на все небо, орел, летел орел на все небо, вот все небо было, орел летел. И потом этот орел начал спускаться вниз.
И он уже был, ну, как голубь, величиной как голубь, да? Потом как воробей, вот величина как воробей, потом как муха, и потом она стала как мушка, и возле нее, и пропала. Она испугалась и начала искать, суетиться и спрашивать, и кричать, где она, вот орел этот, где он? И голос ответил, вошла тебе внутрь. И я поняла, дух, этот дух веры на Иисусе, да? Голубь, спустился голубь, когда он принимал крещение. Голубь, Дух Святой, Дух Святой. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. Аллилуйя. Слово Божье – это семя. Аминь. Каждый семя. Мы откуда? Из семени, да, все произошли. Иоанна 12:24 написано, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. То есть семя, да? И мы сеем. И мне такое пришло, когда готовилась, собиралась. Наши финансы – это тоже семя, да? Мы же сеем. Финансы сеем, да? Сеющий в плоть, говорим, сеющий в дух, говорим. Есть одна женщина веры, Библии. Бытие, 38 глава. Как она оценила семя? Вот хочется сказать об этом. Читаем Бытие, 38 глава, с 13 по 19 стих. И уведомили Фомарь, говоря, вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Инаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Дальше. И поворотил он к ней и сказал, войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал, я пришлю тебе козленка из стада. Она сказала, дашь ли ты мне залог, пока пришлешь? Он сказал, какой дать тебе залог? Она сказала, печать твою, перевесь твою и трость твою, которая в руке твоей. И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И встав, пошла, сняла с себя крывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Аминь. Иуда оценил услугу блудницы в козленка. Ну или козел отпущения, да? Помните? Фомарь же, ее имя означает финиковая пальма.